Добрый день, уважаемые читатели! Мы рады приветствовать вас в стенах Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. Сегодня мы предлагаем вам совершить уникальное путешествие, окунуться в мир искусства. Данное мероприятие проходит в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Мы приглашаем вас познакомиться с великолепными картинами известных художников, которые на протяжении многих лет, многих столетий радуют наш глаз. И, конечно же, чтобы наши читатели смогли окунуться полностью в мир искусства и познакомиться поближе с картинами, мы будем сопровождать описание картин тифлокомментариями. Начать я хочу с картины Микеланджело, с известной фрески, которая была создана в 1512 году по просьбе Папы Римского. Скульптор Микеланджело тогда начал расписывать потолок Сикстинской капеллы. Он стоял на строительных лесах и изображал 9 эпизодов создания мира. И самый известный как раз-таки эпизод — это сотворение Адама. Справа на картине мы видим по форме бордовый плащ Бога. Под этим развивающимся на ветру плащом-накидкой навстречу Адаму летит седой, бородатый старик в белом одеянии. Так Микеланджело стал первым в мире художником, который изобразил Бога Отца, которого никто и никогда не видел. Бога сопровождают ангелы под его бордовым плащом. Ангелы в людском понимании мужского пола. Они с удивлением смотрят на Адама. Странно, но тут еще есть женщина. Кто же это может быть? По мнению большинства исследователей, это Ева, жена Адама, которую Бог позже сотворит из ребра. Правую руку, натянутую как струна, Бог протягивает первому человеку, почти касаясь его руки. Он весь устремлен к Адаму, неотрывно смотрит на свое творение. А как же выглядит и ведет себя первый человек? Это прекрасно сложенный, обнаженный, мускулистый мужчина. Он полулежит, опираясь о покрытую травой землю на правый локоть. Ладонь его сомкнута в кулак. Правая нога выпрямлена, левая согнута в колени. По представлению Микеланджело, Адам готов защищать кулаками свою землю, близкую и осязаемую. Левую руку, не совсем выпрямленную, с висящей кистью, Адам без всякого рвения протягивает Богу. Художник изобразил порыв со стороны Бога и пассивность Адама, который будто пробуждается после сна. Имя Адам означает «сотворенный красной глиной». Что же об этом событии рассказывается в Святом Писании? «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Размышляя об этих словах и фреске Микеланджело, мы видим на лице и жесте Бога Отца разумную, деятельную любовь, которую Отец и Дух Святой направляют на венец своего творения, на Адама, ставшего прародителем каждого человека. Конечно же, Микеланджело, как гений Ренессанса, он художественно переосмыслил слова Писания: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Именно эта картина изображена на фреске, на известной фреске Микеланджело «Сотворение Адама». Сейчас я хочу перейти ко второй нашей картине, к известной работе Михаила Нестерова «Три старца». Художник Михаил Нестеров прожил долгую жизнь. Его картины, написанные в своеобразной манере,
Их называют нестеровский пейзаж. Герои картин всегда ограниченно живут в окружении каких-то неброских северных просторов, полных тихой магии и легкой печали. Сам же Нестеров, будучи глубоко религиозным человеком, не раз участвовал в росписи православных храмов и монастырей. И, возможно, именно эта работа сподвигла его написать данную картину, картина «Три старца». Она была написана в 1914 году. У нее есть и второе название, более светское, называется «Лисичка». Это название возвращает нас к детским сказкам, в мир, где нет скорби, страданий, то есть в мир, где все почти как в раю. На картине изображена сцена из жизни монахов Северного русского монастыря. Это может быть и 18 и 20 век, но календарное время здесь не важно, потому что эта картина говорит нам о вечности. На улице светло, но солнца не видно, может быть, наступает вечер или это даже, возможно, белая ночь. А в левой части картины обычный темный лес, деревья средней полосы, стройные, как колонны храма, стволы ели, берез и тонкая рябина, покрытые желтеющими листьями. Из небольшого леса, медленно прижавшись к земле, появляется маленькая рыжая лисичка. У нее небольшая голова и пушистый хвостик. По размеру она больше похожа на кошку, но вытянутая голова с длинным носом, конечно, говорит нам о том, что это лиса. Лисичка находится посредине между опушкой леса и группой людей. Она движется наискосок по отношению к нам и с опаской глядит на уставших путников. Возможно, она привыкла получать угощение и ждет какого-нибудь вкусного кусочка от мужчин, которые присели отдохнуть у монастырской стены. Видно, что эти люди монахи, старцы, их трое. Они сидят рядом друг с другом на бревнышке. Все они примерно одного возраста, у них седые волосы и длинные бороды. На переднем плане стоит круглый деревянный резной туесок. Наверное, там находятся ягоды. Ближе всего к нам самый пожилой мужчина. У него сильно сгорбленная спина и серые одеяния. Он сомкнул руки вокруг колен и с улыбкой смотрит на лисичку. Шапки на нем нет, белые волосы создают особое свечение вокруг его головы. Второй монах выпрямил спину и развернулся лицом к нам. На нем высокая черная шапка и голубое одеяние. В руках он держит длинный посох с изогнутой деревянной ручкой. Третий, самый дальний от нас старец, он тоже в темной шапке и в просторном светлом одеянии. Голова его слегка опущена, и кажется, будто он погрузился в свои мысли и не видит происходящего вокруг. Все трое монахов в плетеных лаптях. Глядя на этих старцев, мы понимаем, что их связывают долгие годы жизни в монастыре, общие молитвы и искренняя вера в Бога. За спинами монахов уходит вдаль белая стена с небольшим окошком. Это монастырь на холме. За стенами монастыря в долине у подножия холма простирается водная гладь. Море это или озеро. Оно совершенно неподвижно. В нем отражается серое северное небо, почти такое же серое, как одежда монахов. Видно, что души монахов наполнены светом и покоем. Они часть этого скромного северного пейзажа, этой небогатой природой. Кажется, будто они застыли в вечности и всегда были и будут так же, как этот скромный лес, водная гладь и лисичка. И добрые люди, и любовь к родному краю, без громких слов, с тихой молитвой во всех живых душах.
Вот таким образом мы описали данную картину. Действительно, очень интересная картина. В следующую картину я хочу перейти. Картина Михаила Александровича Врубеля «Жемчужина» называется. Действительно, известнейшая картина. Прошу прощения. Вот эта картина «Жемчужина». Еще раз повторюсь, что это картина Михаила Александровича Врубеля. Она написана художником в 1904 году, стала первой из последних работ. Врубель на самом деле очень долго работал над этой картиной, вновь и вновь ее перерисовывал, искал какую-то легкость в картине, добивался нужных оттенков, которые близки к натуральному перламутру. В картине художник использовал различные переливы голубого, зеленого, лилового, розового и белоснежного. Таким образом, Врубелю действительно удалось максимально приблизить изображение к природным оттенкам жемчуга. Пространство картины заполняет изображение морской раковины. Эта спираль раковина, она манит и гипнотизирует, направляет наш взгляд от края картины к самому ее сердцу, к жемчужине. В нижнем правом углу Врубель нарисовал двух девушек. Обе они лежат в прекрасной раковине, у них достаточно худые фигуры. Мы можем это понять по обнаженным частям тела, острым лопаткам, плечам, тонким щиколоткам и тонким аристократическим кистям с длинными пальцами. Девушка, изображенная справа, находится к нам лицом. У нее светлые пышные волосы, собранные наверх. Вторая девушка расположена к нам спиной, лицо повернуто в профиль правой стороной, волосы у нее темные, весь ее вид очень скромный, очень строгий и надменный. Эти красавицы морские царевны, в их прическах есть небольшие короны, которые щедро усыпаны морским жемчугом. Их позы достаточно горделивы, подбородок поднят наверх, и взгляд направлен не на нас, а в сторону, как будто мы им совсем не интересны. В картине некоторые находят море, кто-то видит загадочное ночное небо, но для каждого это удивительный, манящий мир сказочных существ, в котором хочется раствориться. Такая вот интересная картина. Хочу перейти к следующей прекрасной работе известного художника Леонардо да Винчи. Эта картина называется «Мадонна Бенуя», или же по-другому ее называют «Мадонна с цветком». Это ранняя картина Леонардо да Винчи. Предположительно, эта работа осталась незавершенной. Эта работа в 1914 году была приобретена императорским Эрмитажем у Марии Александровны, жены придворного архитектора Леонтия Николаевича Бенуя. Как я уже говорила, что это одна из первых работ молодого Леонардо. Написана она маслом на дереве, позже была уже перенесена на холст. Картина небольшая по форме, в виде арки, верх полукруглый, как свод. На картине изображена юная девушка с младенцем на коленях. У обоих над головой нимб в виде тонкого, как ниточка, золотистого обруча, словно их застигли в момент общения или же игры. Позади младенца окно в форме двух арок. Похоже, оно единственный источник света. Однако создается впечатление, что будто свет падает откуда-то сверху. Младенец на коленях у матери очень пухленький, без одежды. На ручках и ножках складочки.
Голова ровная, гладкая, без единого волоска, осмысленный взгляд. Возраст тут понять сложно, вероятно, около года или чуть больше. Сидит он самостоятельно, головку держит сам, но рука матери сзади как будто поддерживает его, чтобы он не отклонился назад и не упал. Левой ручкой малыш прикасается к маминой руке, как будто хочет ухватиться за нее. Левая ножка согнута, колени правой сидит, правой ногой он сидит на колене у девушки. Младенец внимательно, сосредоточенно рассматривает цветок, который правой рукой держит его мама. Между ее большим и указательным пальцами тонкий стебелек с двумя четырехлепестковыми цветочками, похожими на крестик. В левой руке букет или веточка, от которой девушка оторвала этот цветок. Девушка одета в средневековое платье, темно-зеленый верх, коричневый низ, подол немного поднят, видна светлая нижняя юбка. Волосы Мадонны собраны и сзади спадают локонами. Мягкие черты лица, круглые щеки. Уже не девочка, но и не взрослая женщина. Лицо ее излучает тепло, свет, нежность. Она с улыбкой, с любовью смотрит на младенца, любуется им, радуется каждому его движению. Знаете, от картины исходит такое ощущение гармонии, полного счастья и совершенства. Вот такая вот интереснейшая работа Леонардо да Винчи. Следующая работа, следующая картина у нас картина Исаака Левитана «Март». Эта картина была написана маслом на холсте. Находится она в Государственной Третьяковской галерее. Данная работа является одной из самых популярных среди других картин, изображающих уникальную русскую природу. Художник здесь изобразил маленький задний двор с небольшим двухэтажным домом справа, а также несколько деревьев с левой стороны и лошадку, стоящую посредине. Ранняя весна, пейзаж полон весеннего ликования, но практически все еще покрыто снегом. Это теплый солнечный день. Если бы мы могли с вами прикоснуться к снегу, то он, вероятно, начал бы таять. Стена дома будто бы отражает солнечные лучи. Это делает картину еще теплее. Дверь дома открыта, и кажется, что оттуда вот-вот кто-то выйдет. Больше всего внимания привлекает у нас тут лошадка, которая стоит посередине. Она запряженная в сани и как будто бы ждет возвращения своего хозяина. Лес позади лошади тоже занимает значительную часть картины. Деревья в этом лесу довольно высокие, а листва на них сохранилась, будто зима их никогда и не касалась. Солнечные лучи не достигают леса, и поэтому он кажется еще более густым. Весеннее небо отличается от зимнего, оно бесконечно чистое и безоблачное. Оно будто напоминает нам, что больше не будет морозов и зимних холодов. Глядя на картину, здесь хочется услышать пение птиц очень спокойно, и художнику в полной мере удалось передать ту атмосферу пробуждающейся природы. Вот такая вот интересная, красочная картина. Следующая картина, о которой я хочу вам рассказать и показать, картина называется «Постоянство памяти». Автор этой картины Сальвадор Дали. Эту картину художник нарисовал в 1931 году. Это достаточно маленькая картина, его размер составляет всего лишь 24 на 33 сантиметра. Изображены на полотне
Безмятежный пейзаж выглядит словно во сне и напоминает какой-то пустынный прибрежный край. Темно-бурый песок, который покрыт тенью. Выше песок более светлого оттенка. В отдалении видно спокойное море, которое изображено в светло-синих тонах. Небо изображено в светло-желтых оттенках и плавно переходит в темно-синий. Наше внимание здесь приковывает к себе гигантские часы. Однако это не такие часы, которые мы привыкли с вами видеть. В отличие от обычных, они кажутся мягкими и свисают с других каких-то элементов пейзажа, словно разбросанные по дому одежда. В нижнем левом углу картины располагается коричневая деревянная платформа. На ней проросло серое деревце. Это единственная тонкая ветвь, ветвь которого устремлена вправо. Одни из часов перекинуты через эту ветку и висят на ней, немного растягиваясь вниз. Они напоминают старомодные серебряные карманные часы. Видимая на нем стрелка указывает на 6 часов. Вторые часы, похожие на первые, свисают с края платформы. Они очень большие, размером с дерево над ними. Нижняя часть часов стекает с платформы, как будто слегка подтаяла на солнце. В отличие от предыдущих, это золотые часы, показывающие без 5-7. На них прямо под цифрой 12 сидит муха. Левая ближе к нам, то есть левее, ближе к нам лежат еще одни золотые часы, стрелок которых мы не видим из-за того, что они лежат циферблатом вниз. На этих часах собралось множество муравьев, и эта часть картины вызывает некое странное чувство тревоги. Последние часы лежат на самом странном предмете из всех представленных на картине. На песке, ближе к нижнему краю холста, располагается безобразный мясистый объект. Он смутно как-то напоминает огромное человеческое лицо, неестественного сероватого оттенка, перевернутый в профиль. На нем четко выделяется сморщенная бровь и нос, обращенный к нижней части полотна. Закрытый глаз обрамлен длинными ресницами и напоминает нам какие-то жесткие нити. Из носа сочится что-то мягкое, напоминающее улитку, и при должном воображении в данной форме можно угадать, что это язык. У этой фигуры нет других отличительных человеческих каких-то черт, но через щеку существа перекинуты синеватые серебряные часы. Минутная стрелка показывает 12 часов. Вот такая вот интересная картина из ряда фантастики, можно сказать. Но если задуматься над этой картиной, она, конечно же, нам о чем-то и говорит. У вас как раз есть время подумать. Возможно, если будут вопросы, задать, мы с вами вместе разберем и поговорим над этой картиной и над другими картинами. Другая картина также очень интересная. Питер Брейлер, старший автор. Эта картина называется «Притча о слепых». Достаточно сложная картина, но очень интересная. Здесь картина изображает средневековье, фоновый пейзаж как будто в такой легкой дымке находится. Он абсолютно безлюден, и не видно никакого движения, нет ни дыма над домами, ни животных, ни каких-то других признаков жизни, тишина и покой. Вдали холм, на заднем плане невысокие дома, скорее всего это деревенские дома. Справа есть какая-то узкая речка, нарисована она очень неясно, то есть настолько
сливается с общей картины, что даже не сразу понятно, что это речка. Она уходит вдаль, вдоль ее левого берега и тянется к обрыву, который служит причиной падения группы незрячих мужчин. Слепцы, в отличие от пейзажа, здесь прорисованы ярче, четче и динамичнее. Их 6, они с посохами шли по склону холма, держась друг за друга. Тот, кто шел первым, не смог посохом обнаружить край холма и споткнулся, упал и увлек за собой остальных. Одежда хоть и отличается тут по цветам, но в целом она у них выглядит похоже. На ногах у них плотные чулки, обутые мужчины в темные мягкие туфли, на шнурках без каблуков, на сплошной подошве. Сверху штанины чуть ниже колен. На каждом одеянии что-то похожее на рубаху длиной до колена с поясом. На плечах у них плащ, завязанный спереди под горлом. У каждого под шляпой что-то вроде чепчика, как будто какая-то шапочка. Она плотно прилегает к голове, выглядит как шапочка для плавания. Одежда у всех чистая, опрятная. Мужчины не производят впечатления бедных или нищих, но они не вельможи, не богачи или не князья какие-то. Здесь сложно определить сословие, но они могут быть и крестьянами, или же ремесленниками. Мужчины некрасивые, если не сказать больше. У них рты у всех полуоткрыты. Глаза и лица обращены куда угодно, только не в направлении движения. Идут слепцы направо, вниз по холму. Здесь видно, как первый теряет равновесие и валится в канаву. Остальные, словно в замедленной съемке, находятся в разных стадиях падения. Второй мужчина держится на одной ноге и через секунду свалится на первого слепца. Третий пока еще на 2 ногах, но корпус наклонен вперед, и уже он прошел ту точку потери равновесия. И явно видно, что ему не удержаться. Четвертый путник опирается левой рукой на правое плечо третьего, и хотя пока он не в стадии падения, понятно, что он обязательно следом упадет. Двое в самом конце, здесь понятно, что тоже не удержится. Вы знаете, здесь это похоже как-то на домино, когда падение первой костяшки влечет за собой все остальные. Судя по эмоциям, падение для мужчин — это полнейшая неожиданность, как будто они шли долго, уверенно, но первый внезапно споткнулся и увлек за собой остальных. Упавший лежит на спине, первый мужчина лежит на спине, он скинул вверх руки, его ноги немного сомкнуты в коленях, как будто при попытке сгруппироваться. В правой руке у него посох, о который споткнулся второй путник. Лица не видно, но оно обращено наверх. На мужчине шляпа также. У второго слепца посох в левой руке, до которой держится третий. Вероятно, он держался за плечо второго, но когда началось падение, схватился за посох, пытаясь удержать равновесие. В целом, если смотреть на эту картину, группа незрячих здесь производит некое отталкивающее впечатление. Считается, что здесь сюжет картины, он основан на библейской некой притче о слепых. Если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму. И здесь художник хотел выразить свое неприятие как раз-таки к духовной слепоте и фанатизму, которые процветали в то время. То есть именно об этом нам повествует данная картина.
такая вот интересная работа была представлена. Следующая работа у нас картина Марка Шагала «Над городом». Называется эта картина. Эта картина имеет прямоугольную форму. Визуально ее можно разделить на две части, на небо и землю. Главные герои полотна здесь мужчина и женщина. Они летят в густом каком-то белом тумане над деревней. У них нет крыльев или других каких-то фантастических атрибутов. Просто это обыкновенные люди. Летят они как бы в положении таком лежа. На женщине длинное чернильно-фиолетовое платье с оборками на воротнике и по подолу. На ногах туфельки с небольшим каблуком и с ремешком. Прическа у нее каре, темные волосы. Молодой человек ее обнимает. Он одет в зеленую рубашку, черные брюки, полосатые носки и ботинки. Волосы у него темно-русые, слегка вьющиеся. Он оглядывается как будто назад. Внизу на земле мы видим деревню. Она обнесена вьющимися, как змея, заборами. За ним видны бревенчатые домики с яркими крышами, с разноцветными ставнями, и сарайчики видны. Во дворе одного из дальних домов видно, что пасется козлик. Рельеф местности очень неровный, он уходит под уклон вправо. С правой стороны с заборами видны густые деревья. Сама деревня очень большая, на заднем плане видна пара домов красного цвета. Еще дальше видна белая церковь с зелеными куполами. Она обнесена монастырским забором и стоит на холме. В целом картина выполнена в постельных тонах, в светло-бежевой коричневой гамме. С яркими пятнами здесь являются как раз таки чистокол на переднем плане, он коричневый, красный дом. В центре деревни густые зеленые деревья справа и одежда людей, которые летят по небу. Здесь, так сказать, зелень и люди изображены в таком стиле кубизма. Вот такая вот тоже интереснейшая, немного с элементами фантастики картина. Но, тем не менее, это очень интересная и яркая картина. Следующая картина тоже интересная и очень яркая. Его автор Томас Гейнсборо. Портрет дамы в голубом. Так, портрет дамы в голубом. Это единственное полотно автора Томаса Гейнсборо, которое находится в художественных музеях России. Эта картина нарисована маслом на холсте. Данный портрет по праву считается одним из самых известных произведений в собрании английской живописи Эрмитажа. Художник, на самом деле, как говорится, он не любил писать портреты, но тем не менее данный портрет ему удался очень даже хорошо. На самом деле говорится, что художник больше предпочитал работать над пейзажами. Но мы видим данный портрет, как я уже говорила, художник очень красиво и ярко нарисовал даму. На вопрос о том, кто же изображен на этой картине, несколько версий существует. По одной из версий здесь изображена дочь английского адмирала, Элизабет ее звали, в замужестве она герцогиня де Бафор. Дама на портрете изображена по пояс, ее торс повернут влево, но в
в то время как голова у нее повернута к художнику и немножко наклонена вправо. Высокий парик дамы занимает здесь четверть композиции. Его венчает аккуратная голубая шляпка с белыми страусиными перьями. Парик состоит из цельного корпуса и ряда буклей сзади. На шее у дамы повязана черная лента с маленьким золотым крестиком. На героине полотна белое шелковое платье с низким вырезом. Левой рукой она придерживает голубой шарф, который занимает правую нижнюю часть нашей данной композиции. На запястье у нее браслет, украшенный камеей. У дамы овальное лицо с мягкими чертами, карие глаза, черные брови, прямой нос и розовые, чуть приоткрытые губы. На щеках у нее довольно интенсивный такой румянец. Это дань моде тех времен. Выражение лица такое мечтательное, дама кажется нам задумчивой. Ее взгляд устремлен поверх художника. Это произведение «Дама в голубом», она отражает, в числе прочего, многие представления о моде и красоте, характерные для XVIII века. Узкие плечи, стройная шея с грациозным изгибом, напоминает нам цветочный изгиб, цветочный стебель. Конечно же, сложная конструкция высокой прически, увенчанной шляпкой с перьями, довольно интенсивный вот этот искусственный румянец, использование пудры не только для лица, груди и шеи, но и для тонирования парика. То есть это все типично для Англии того времени и также для России второй половины 18 столетия. Живописную вот эту манеру автора Гейнсбора отмечали и высоко ценили его современники и знатоки искусства. Вот такая вот интереснейшая, красивая картина, с которой мы с вами познакомились. Надеюсь, уважаемые читатели, вам было интересно увидеть эти все картины, послушать их описание и услышать об авторах. Надеюсь, что наш эфир найдет отклик от вас. Если будут вопросы, вы можете писать в комментариях, на которые мы обязательно ответим. Сейчас я хочу с вами попрощаться. До новых встреч. Желаю вам всего самого лучшего. До встречи.